Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня передача телерадиопрограмма «Якутск сегодня» выходит одновременно и на телевидении НВК «Саха», и на радио «Титим» «Саха-Радиата». Режиссеры Мария Сунхалырова и Николай Слепцов. А сегодня в студии у микрофона редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче общественные организации, общественные советы микрорайонов, поселений городского округа город Якутск подводят итоги своей работы перед населением. Неделю назад, кстати, встретился с общественными советами и глава города Евгений Григорьев и провел отчет работы окружной администрации за 2023 год. Сегодня мы тоже решили пригласить к нам в студию общественников. Это председателя Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Якутска, полковника в запасе Николая Александровича Трепшу, и председателя Совета ветеранов и детей войны микрорайона Кангаласы городского округа город Якутск Раису Михайловну Уварову. Здравствуйте. 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 Уважаемые телезрители и радиослушатели, вновь обращаюсь к вам. У нас уже подключены телефоны прямого эфира. Я их назову сейчас. Это 32 2066 и 32 1166. По ним вы можете задавать вопросы участникам нашей сегодняшней телерадиопрограммы. Что ж, мы начинаем нашу передачу. Хочу обратиться, конечно, сразу к Раисе Михайловне. Раиса Михайловна, в минувшем году, конечно, безусловно, была проведена огромная работа вашим общественным советом. Хотелось бы узнать вначале, чтобы вы рассказали нашим телезрителям и радиослушателям, сколько человек входит в ваш совет, да, и чего вы добились за прошедший 2023 год. Что удалось сделать? Здравствуйте все. Дело в том, что наш совет ветеранов и детей войны работает уже давно, больше 10 лет. И туда входит сейчас 7 человек со мной вместе. Я председатель. А остальные члены работают со мной давно. И мы работаем, конечно, можно сказать, не покладая рук. Дело в том, что у нас ветеранов тыла сейчас, на данный момент, всего осталось 7 человек. Детей войны 30 человек. Ветеранов боевых действий 26 человек. Но мы, конечно, стараемся всем как-то помогать, что-то делать. Не оставляем никого без внимания. Есть такие у нас ветераны, которые остались одни. За ними соцработники, и мы. Кто-то ходит, проверяет, как живут, что-то нужно. И иногда берем, то, что они скажут, покупаем, приносим. И поэтому мы не оставляем никого. Созваниваемся постоянно. Поздравляем с днями рождения. А те, кто ходячие, с нами ездят везде. Мы ездим, у нас администрация выделяет автобус, и мы ездим в город, в музеи, в кинотеатры, театры, куда-то на экскурсию по городу. Перед Новым годом мы ездили в город, смотрим вечерний Якутск, красивый, такой нарядный. Конечно, очень много в этом плане. Люди радуются тому, что вырвались куда-то, посмотрели спектакль. Недавно были в цирке. Это очень приятный был спектакль. Все были очень рады, потому что действительно очень хороший спектакль был. Потом, вообще, мы стараемся помогать от нашей администрации делам и советам. Например, мы по нашей просьбе была построена трибуна счастья, так называемая. Там это смотровая площадка.
Сначала, конечно, меня все ругали, что придумала, деньги куда-то не туда тратишь. Но оказалось, сейчас все рады, потому что смотровая площадка стоит на горке, и видно всю Лену. Поэтому сейчас все туда ходят. Из города даже приезжают, свадебный кортеж приезжает, фотографируются. Поэтому, конечно, в этом отношении очень хорошо. Ну, одна из достопримечательностей, скажем, да, наверное, микрорайона. Да, и вот смотровая площадка. Мы добились, как сказать, это, надо сказать, спасибо нашей администрации во главе Жилиной Виктории Ивановны, что построили мы памятную стелу нашему герою Советского Союза Колбунову Владимиру Акимовичу, который ушел на войну из нашего поселка. Я пыталась добиться, чтобы поставили памятник, сам памятник. Но, к сожалению, у нас не хватило денег. Средств не хватило, да? А вот администрация, они сами, работники, сложились деньгами и построили. Вот, и мы открыли такой красивый, между прочим, памятник. Да, вот, кстати говоря, вот в эти дни страна отмечает 80-летие, полное снятие, блокады города Ленинграда. Кстати, у вас в микрорайоне жил тоже блокадник, да? Да, вот и хотела бы показать. Вот здесь Николай Николаевич Левкин, он из Гатчины, и рассказывал страшную картину, конечно, как они выживали. У них была большая семья. Надо было кормить всю эту семью. И вот на их глазах чуть не расстреляли отца, который пошел искать молока для своих детей. Потом их погнали в Германию, посадили их на поезд. А он маленький был, всего лишь пятилетний ребенок. Погнали, и хорошо, там был побольше мальчик, он там открыл, вырвал доску, и они оттуда сбежали. Спаслись тем самым, да? И вот, но потом, вот он, как говорится, война прошла, все, остались все живы, но конечно, не все. Там у него сестра погибла, а я один брат. Но все же они остались живы. И потом он познакомился вот в Ленинграде со своей будущей женой из Якутии, Сунтар, девушка. И вот он переехал к нам. Поженились они. У них 2 детей, внучата растут. Поэтому, конечно, вот то, что пережили они, страшные времена, это было что-то ужасно, конечно. Так, Раиса Михайловна, что-то еще добавите, да? Сказанному. Еще мы, знаете, вот поселок у нас какой? Там же горы. И мы вот совет тоже попросили, умоляли, чтобы нам построили лестницу наверх подниматься. И вот администрация тоже пошла нам навстречу. Построили лестницу. И вот мы поднимаемся, опускаемся по лестнице. Считаем, что мы сделали тоже доброе дело. Конечно. Попросили сделать нам скамейки, потому что пожилым-то тяжело же, когда поднимаешься на гору, чтобы посидеть где-то. И вот по поселку поставлены скамейки. По-своему вы благоустроили свой микрорайон делаем, собственными силами, да? Своих же? Средствами. Хорошо. А потом вот насчет... мы, Совет ветеранов, взяли шефство над одним классом сначала. Так.
И вот тут вот мы проводим, как говорится, патриотические посиделки, так сказать. Мы у нас ветераны ходят, рассказывают детям о том, как было им трудно жить в детстве, как пережили эту войну. И знаете, вот мы их тоже приглашаем к себе. Вот встречаемся с ними. Ага, ну, хорошо. Ну что ж, Раиса Михайловна, спасибо вот за этот рассказ. Ну что ж, я думаю, что наши телезрители, уважаемые радиослушатели, тоже очень внимательно выслушали ваше выступление, да, в начале нашей сегодняшней телерадиопрограммы. Наши телефоны 32 2066, 32 11 66. Если есть какие-то вопросы, вот Раисе Михайловне, пожалуйста, Уваровой, председателю Совета ветеранов и детей войны микрорайона Кангаласы. Вот. Ну, Николай Александрович, теперь к вам перейдемте. Ну, вот что ж, вот Раиса Михайловна уже, в общем-то, рассказала, что Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, вооруженных сил, что вы добились в минувшем году? Вот каков итог, может, основной какой-то? Пожалуйста, вам слово. Да, ну, как раз хотел бы сказать, что Совет ветеранов города Якутска включает в себя 8 городских и 7 пригородных советов, где в советы входят активисты ветеранского движения. И хотел всех председателей поблагодарить за большущую работу, которую они проводят. Хочу сказать, что Совет ветеранов города Якутска, председатели, участвуют во всех практически мероприятиях, которые проводятся в городе Якутске. Хотелось бы вот выделить буквально 26 числа музей «Моя история» на Уткина 5 проводилось мероприятие, посвященное полной снятию блокады. 80-летию. 80-летию, да, полное снятию блокады. Там открылась выставка, как мы видели, очень интересная, 80 фактов, посвященная снятию полной блокады. На этом мероприятии участвовало у нас 5 блокадниц и 9 потомков. Хочу сказать, что в республике всего у нас блокадников 16, из них в городе Якутске проживает 9. Я считаю, что очень много было, и очень было прессы, телевидения, где, соответственно, задавались вопросы, и, соответственно, можно было получить то мнение, которое, надо было услышать. Николай Александрович, участников Великой Отечественной войны осталось совсем немного, наверное, вот на территории городского округа Якутск. Да, хочу сказать, что в 2020 году, буквально это было 28 января 2000 года, у нас было еще живо 54 участника Великой Отечественной войны, и мы заложили колбу победы с пожеланиями участников Великой Отечественной войны. Хочу сказать, что сейчас в городе Якутске у нас их 11, и буквально 8 января мы отметили 100-летний юбилей Ефремовой Валентины Васильевны, и сейчас мы ждем юбилея тоже 100-летнего, это поселок Марха, Солепцов, Науму Тричеловича, который юбилей состоится 8 марта, ему станет 100 лет. Столетие, да, кстати говоря, вот наши старшие поколения, участники Великой Отечественной войны действительно уже перешагнули вот эти столетний рубеж, так? Николай Александрович, теперь ветераны войны, вы уже сказали, ветераны тыла, вдовы погибших воинов, да, умерших военнослужащих Великой Отечественной войны. Сегодня, конечно, им тоже, наверное, нужно внимание какое-то обратить. Да, хочу сказать... Дети войны. Дети войны. В городе Якутске, если немножко добавить фактов, да, у нас 123 вдовы участника Великой Отечественной проживает. Категория ветеран тыла у нас она достаточно большая, около 750 человек. Детей войны 6273 человека. Это самая большая категория. И, соответственно, хочу сказать, что дети войны, они активно участвуют во всех мероприятиях. И, соответственно, наша
пожелание вот председателя Совета ветеранов при встрече с Александром Сергеевичем просили, чтобы категория «Дети войны» выделялась, особенно когда мы празднуем День Победы. Вот, кстати говоря, да. Без напоминания и подкреплялась небольшой денежной выплатой. Вот. Но я думаю, это будет. Это будет. Хочу сказать, что от республики блокадники наши получили по 30 тысяч рублей. Немного, да. но... Ну что ж, вот на будущий год, в 2025-м, страна отмечает 80-летие начала Великой Отечественной, победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Конечно, сейчас, наверное, уже планы верстаются, да, Николай Александрович? Да, планы... Если вкратце, конечно. Вкратце, да. Создан оргкомитет. Я отвечаю за город, создан оргкомитет и в республике, и в городе. Да. И хочу тоже сказать, вот мы вспоминаем мемориальный комплекс «Солдат Тоймады», который был открыт 2 сентября 2015 года. Сейчас, получается, стела – это с увековечением 20 623 человека. Но хочу сказать, что в 2018 году, в 2020 году списки продолжают уточняться. И я думаю, вот эта работа по увековечению памяти проводится. Иногда бывают такие буквально тонкости в букве, и, соответственно, все исправляется. Администрация города Якутска идет навстречу, мы оперативно все это. Да, и, кстати говоря, вот в 2022 году, да, насколько я знаю, создан фонд Победы. Да. Несколько слов об этом. Да, по фонду Победы у нас каждый юбилейный год был фонд 65-й годы, все на 70-й. И по распоряжению нашего главы города Евгения Николаевича Григорьева в октябре месяце 2022 года было поручение создать фонд «Победа», который объединял все категории участников Великой Отечественной. То есть, все ветераны категории, в том числе и участники специальной военной операции, члены семей. Вот. И он был создан 1 ноября и работает уже больше года. Хочу сказать, что государство финансирует, но не зачастую надо тоже помогать. Получается, фонд уже собрали денег 78 миллионов 602 тысячи. Хочу сказать, что поступлений было около разных, более 2000 поступлений с организации, со всего. Хочу выделить это сотрудники бюджетной сферы, окружной администрации, они собрали где-то около 60 миллионов. Предприниматели 16 миллионов. Но хочу сказать, что продолжают, особенно ветераны, простые пенсионеры собирают по 1000, по 5000, приносят деньги, сдают, и, соответственно, помогают чем могут. У нас пишутся заявления участниками или членами семей, рассматриваются на заседании президиума Фонда Победы, и стараемся помогать. Хочу сказать, что закуплено только автомобильной техники 15 единиц. Автомобильной техники, сейчас квадрокоптеры, тепловизоры, дроновое оружие, такое необходимое им стараемся. Мы отвечаем за город, но не разделяем, или ты с района, или с города, или, соответственно, обязательно стараемся помогать, и проводим работу. И хочу сказать, поблагодарить всех граждан, людей, руководителей предприятий за тот большой помощь. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы во втором блоке, уже после 4-минутной рекламной паузы, мы продолжим нашу телерадиопередачу «Якут сегодня» в прямом эфире. Я думаю, что вы тоже, может быть, я надеюсь, подготовите вопросы нашим участникам сегодняшней передачи. Телефоны 32 2066 и 32 11 66. Оставайтесь с нами.
Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Это программа телерадиопередача «Якутск сегодня». Напомню, у нас сегодня в студии председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа город Якутск, полковник в запасе Николай Александрович Трепша и председатель Совета ветеранов и детей войны микрорайона Кангаласы Раиса Михайловна Уварова. Наши телефоны 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, Раиса Михайловна, к вам вопрос тоже, наверное. Сегодня вот вся страна, вся наша республика, ну, практически каждый житель вот, ведет такую активную поддержку, да, вот тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины, да, на переднем крае борьбы с неонацизмом. И надо сказать, что действительно поддержка участников специальной военной операции, членов их семей масштабно, так широко развернута по всей территории нашей республики. В том числе, конечно, и в городе Якутске, на территории городского округа, и вот в микрорайоне Кангаласы. Вот. Хотелось бы, Раиса Михайловна, чтобы вы рассказали нашим телезрителям и радиослушателям, какая же ведется работа вот в этом плане, пожалуйста. Да, конечно, это наша, как говорится, обязанность помочь чем-то, чем можем. И вот наш совет, сейчас у нас есть своя комната, где мы собираемся и работаем, как говорится, без всяких там «я не могу» и прочее. Значит, надо. Потому что и работают наши, ну, все же ведь больные, старушки приходят, кто чем может помочь, кто шьет, кто режет, кто что может. И знаете, вот, что меня удивило, это наше население. Мы бросаем, когда клич «помогите деньгами», мы должны закупить то-то, то-то. И знаете, ведь приносят, сдают, а потом мы, правда, отчитываемся, что купили. И кто 5000 принесет, кто 500 рублей, кто 300 рублей, кто 1000. И вот мы таким образом закупаем. Вот на днях, например, одна женщина сдала 5000, и мы на эти 5000 купили 10, извините меня, но кольцон. Ну, тоже необходимая вещь, да. Это теплые же они нужны им. Конечно. Особенно вот сейчас такие холода. Угу. Теперь одна женщина заказала в Москву, ну, там она увидела цены подешевле, вязаные теплые носки. Угу. Тоже пришли там 20 штук. Стельки теплые, тоже 20 штук. Но не это ли помощь вот этих вот жителей нашего поселка? Собираем мы также, ну, приносим постельное белье. Совсем новые, например, но очень хорошие. Потом просили нас собирать одеяла, пледы, чтобы пледы для раненых, вот кого, ну, таскают же их. Ну да. И вот мы тоже это все собираем. Потом, значит, особенно вот занимаемся шитьем, набивкой подушек для раненых. Раненые, оказывается, они очень нужны, чтобы им подкладывать, помогать таким образом им. Потом шьем повязки двухполосные. Ну, с одной стороны белые, с другой стороны красные. Очень много повязок мы шили. Потом даже покупали мы, когда деньги собрали, и сидушки. Сказали, нужны сидушки, когда вот садиться, чтобы не было так холодно. Балаклавы также мы покупали.
футболки, перчатки теплые, тенты покупали. 3 тента, они же дорогие, но вот покупали. Теперь делали очень много заготовок для сетей. Потом стали вот сейчас собирать жестяные банки, но мы уже много отправили. Ага. Но вот такую вот сделали. Свечи, да, подобные такие? Да, для свечей. Да. Жестяные банки. И вот эта вот женщина одна наша, она вот специально вот для населения сделала вот такую вот. Так называемые блиндажные свечи называют Да. их еще. И поэтому... Они, вот, они обогревают, оказывается. Да. На них можно вот разогреть пищу, да, для солдат. Да, очень, военнослужащих. оказывается, вот нужная вещь для них. И вот мы сейчас этим сбором тоже занимаемся. И привозим сюда, здесь вот на Орджоникидзе 10 мы сюда все привозим. Но неделю раз обязательно. Или 2 раза привозим сюда. Потому что мы очень много делаем. Вот. Так что вот особенно подушки, ну, мы очень много сделали. И вот сейчас опять кинули клич, принесите вот, вещи, которые мы могли бы разрезать, чтобы для этих подушек. Но мы еще там делаем теперь вот эти вот на шею, чтобы они как-то удобно им было лежать раненым. В общем, делается очень много. И администрация нам идет навстречу, они увозят то, что мы сделаем. Вот сегодня, например, привезли 6 кулей. Так что все буквально... Ну, в общем, население вот так активно, да, очень активно принимает участие. Ага. И надо сказать, когда вот женщины работают, кто-то сидит, плачет. Это все и молятся с молитвой. Мы и обереги отправили с детсадовскими детьми. Также вот они приносили нам, чтобы мы отправили свои рисунки и так далее. Ну, все делается для того, чтобы как-то облегчить жизнь бедным нашим воинам. Ну да, конечно, вот каждый житель, вот каждый якутянин сегодня, мы все-таки приходим к мнению, что все-таки вот эта помощь, она оказывается очень так постоянно и в ежедневном плане, да, несмотря ни на какие-то выходные, там, праздничные дни, да, вот в любой сезон, в любую погоду, вот эти вот грузы, все гуманитарные грузы, да, какие-то вот, значит, снаряжения военные, да, они все отправляются практически, наверное, еженедельно вот туда, в зону проведения специальной военной операции. Вот сегодня даже вот перед моим приездом женщина одна принесла 10 вязаных носков, сама связала. Многие вяжут сами и приносят. Это же большая, думаю, помощь нашим воинам. Да, Николай Александрович, вот видите, вот все-таки, да, вот живой пример, да, вот все-таки наши якутяне, действительно, вот наш опыт вот проведения вот таких вот, да, различных масштабных вот мероприятий, поддержки, да, и участников специальной военной операции, и, конечно, членов их семей, он же тоже тиражируется у нас по стране в целом. Николай Александрович. Да, действительно, очень делается много на местах, и, вот как было сказано, что пожилыми, у меня язык не поворачивается сказать, пожилыми, это люди, которые действительно патриоты нашей страны, нашей республики, которые, несмотря на болечку, там болит там спина, идут, и мороз, то же самое, но тем не менее люди активно участвуют. Хотелось бы его тоже поблагодарить, когда на возложении цветов, это посвящено 80-летию снятия полной блокады, было на площади Победы, и было много наших ветеранов, соответственно, дали дань памяти и, соответственно, порадовались такому большому знаковому событию. Вот. Опять же, если возвращаясь к фонду Победы, да, иногда бывает такая ситуация, да, к примеру, в прошлом году, мы помним, эпопеи, очень было много снега. Соответственно, управы, тут, соответственно, опять же, просто бесплатно снег-то не вывезешь.
необходимо было топливо. И вот то же самое фонд Победы выделил средства, и почти было вывезено 1500 кубов снега. Заготовка дров, заготовка льда, очистка детских площадок, и тоже вот и ветераны участвуют. И хотел бы сказать большое слова благодарности волонтерам, ребятам, которые заготавливали и снег заготавливают. Ну и, соответственно, если вот мы выделяли деньги на дрова, то же самое участвовали в колке дров, складирование. Делается очень-очень много, и, соответственно, не все меряется деньгами, а действительно большими делами, вниманием. Ну, соответственно, отношения это чувствуют наши воины, поддержку. И хотелось сказать, что они вот, когда пребывая в отпуске краткосрочном, тоже вот могут, ну, соответственно, получить и те же необходимые нательное белье, те же носки, ну и, соответственно, и амуницию. Вот. Раиса Михайловна, скажите, пожалуйста, вот как молодежь вот участвует в этих вот мероприятиях? Ой, хорошо. Они вот сами приносят вот вещи, вот, ну, которые мы должны разрезать, готовить, сделать заготовки. Ой, молодежь очень даже активно помогает. Мы сами вот удивлялись. Женщины пожилые сидим и действительно радовались за них, что они вот такие у нас ребята. Ну, все-таки вот, Раиса Михайловна, вы человек тоже, скажем так, старшего поколения, да, все-таки вот сегодня много говорится о патриотическом воспитании. Вот только что у нас недавно вот ролик прозвучал, что такое патриотизм и кого считать патриотом. А вы как думаете, вот, Раиса Михайловна, по этому поводу? Ой, так это вот как раз... Я считаю, что вот те, кто вот помогает сейчас нам, вот приносят все. Вне зависимости от возраста, да? Не. Малыши и прочее. Вот даже детсадовские, я же говорю. Да. Неужели не патриотическое воспитание у них? Они же патриоты своей родины, что вот приносят все. Это уже вот говорит о том, что они любят свою родину. Вот болеют за наших ребят. Это я считаю, что вот как раз они даже, можно сказать, героически какие-то свои показывают навыки, да. Что вот именно надо с малого начинать. Да. И действительно, вот этот патриотизм, это все-таки воспитание, наверное, вот с семьи начинается, да, скорее всего. Вот, конечно, детского вот сада, из детсадовского семьи, возраста. в школах. И я считаю, что вот детсадовские наши молодцы, что вот начали вот их учить, и они вот помогают. Да. Игорь Александрович, вот все-таки вот сегодня, я вот, например, лично считаю, что надо очень большое внимание сегодня уделить, конечно, нашим школам, да, средним общеобразовательным учреждениям. Вот там должно быть сейчас, наверное, основная работа вестись вот среди тоже школьников, там, скажем, из младших классов, пусть даже старших тем более, тоже вот начальная военная подготовка. Все-таки я думаю, что этот предмет, вот мы, когда учились в свое время, то мы проходили эту, и нам легче служилось, и в армии мы тоже представляли уже, что такое и как это все из себя представляет жизнь, да, солдатская в какой-то степени. У нас преподавателем был пограничник, вот. И поэтому здесь мы многому научились у него тогда. Как вы считаете, все-таки вот это предмет начальной военной подготовки, он будет все-таки введен у нас? Ну, считаю, что... Много об этом тоже. Да, много говорится. И помню себя. Получается, да, как я стал военным, во-первых, меня назвали в честь, получается, военного комиссара города Белогорска. Его звали Николай. И, получается, я родился, так получилось. И в дальнейшем, будучи мальчишкой в далеком поселке Кимчан Амурской области, на севере, то же самое, там был у нас военкомат, и видел военных, стройных, соответственно, на мероприятиях, раньше, помню, 1 мая, там, 7 ноября, неважно, и, соответственно, проводилась очень большая работа, и в школах они приходили, и хотелось бы, вот, чтобы, да, сейчас и директора школ желают, чтобы приходили и офицеры, участники специальной военной операции, рассказывали, что необходимо вообще для
Ну, самое главное, мы возвращаемся, чтобы быть достойным, как говорится, членом и своей страны, и, соответственно, вносить, ну, лепту. Ну, получается, у нас мы, как говорится, желаем, чтобы победа была побыстрее, и предмет необходим обязательно, но хотелось бы, чтобы вел этот предмет мужчина, военный, имея опыт хотя бы службы в армии. Я знаю, что многие директора, соответственно, заключают договор, и бывшие военные или действующие военные, это не возбраняется, вести педагогическую деятельность, тем самым показывать, ну, соответственно, как проводится строевая. Ну, хочу сказать, что в прошлом году я вот участвовал в строе песни в городе, это получается в 4 школах я был, и, соответственно, как член жюри присутствовал, очень понравилось. Но хочу сказать, вот мы про детские сады говорим, да, и в прошлом году у нас был впервые парад дошкольников. Получается, с картой раскрывать не буду, но думаю, что 1 июня дошколята, они готовятся, проведут парад, посвященный парад Победы. 9 мая. 9 мая, но это только будет немножко потеплее. 1 июня в День защитника детей. Детей, да? Да, то есть уже, как бы вы видите, начиная со школ, уже с детских садов, уже наши детки понимают. Ну и, соответственно, я считаю, что любой воин, он письмо, которое нарисовал ребенок, написал школьник, он его сохранит. Она, как говорится, ну, по большому счету, это как самый лучший оберег. Да, конечно. И вот бывая вот буквально вот на днях, когда проходило мероприятие в историческом парке, да, «Россия, моя судьба», там были ребята, вот кадеты, да, кадетской школы. Просто гордость. Было на них смотреть, было очень приятно, что вот ребята разного таких возрастов, но будущие защитники нашей страны, нашей Родины. Вот моя правнучка... Времени у нас мало осталось. Правнучка моя, вот они вот в детсаде бессмертный полк прошли. Во, и ходили, молодцы. Ну что ж, Раиса Михайловна, спасибо. Вот на этой ноте завершили. Это хороший пример тоже. Ну что ж, наша программа на этом, уважаемые телезрители, радиослушатели, подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. До свидания. До новых встреч в эфире. Надеемся, что через неделю в это же время мы вновь с вами встретимся в эфире. Всего доброго.